Все. Ну, сегодня будет разговор по поводу книги «Размышления художника». Вот. Я закончил Алматинское училище имени Гоголя в 1975 году. Сейчас это училище называется колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансакбаева, где я и преподаю. Все эти годы, работая со студентами, работая преподавателем, одновременно я занимался, конечно же, и творчеством. За эти годы, обучая студентов художеству, я точно так же обучался, можно сказать, и сам. За эти годы было создано более 300 картин и более 100 графических листов. Но сейчас не об этом буду говорить, а сегодня я буду говорить только о 10 своих работах, которые были написаны последние годы. После того, когда изменилось наше государство и мы получили независимость, скажем, я решил заниматься в основном писать картины по поводу истории моего Казахстана. Первую картину я написал из эпоса Козы-Көрпеш Баян Сұлу, Хоштас Сұлу. Потом написал картину, я вот сейчас покажу ее. Эта картина называется «Из наследия великих казахов». Вот. Из наследия великих казахов. Эту работу в итоге напечатали в московском альбоме. Вот. Потом они написали статью в ЮНЕСКО. В общем, работа, как бы сказать так, ответила за себя. Следом я написал картину 90-е годы. Это события 86-го года. Конечно, эта картина тоже как-то такая для меня самого была значимая. Вот она, эта картина. Вот. Угу. 86-й год, события на площади, где наша молодежь, где все считали, что нужно выйти непременно на площадь и выразить свое, как говорится, мнение. Потом я написал картину, тоже, я считаю, историческая. Сейчас эта картина находится в городе Нур-Султане в Национальном музее. Называется она «Казахстан. 90-е годы». Казахстан, 90-е годы, где я попытался показать то время, когда исчезли товары со всех прилавков, магазины закрылись, вот, и большая часть населения, невзирая на то, что какая у них профессия, невзирая на то, что какое у них образование, все хлынули на, как говорится, на рынок, на барахолку и начали торговать. И вот здесь, в этой картине, ясно нарисовано, написано, вернее, изображено, вся элита, весь народ, все казахи молодые, от стара до велика, до млад, вернее, торгуют всяким ширпотребом. Следующая работа была написана уже на Ангелик-Ель. На Ангелик-Ель это когда было объявлено нашим правительством творческий процесс, которым занимались все сферы творческие по поводу 550-летия казахского ханства. Вот. Эту работу я считаю одной из моих лучших картин.
Картина была разделена на 3 части. Это история казахов из древности с ханством, потом советский период, Казахстан в советское время, и Казахстан освобожденный уже, город здесь у меня Астана. Следующая картина историческая была написана, посвященная 70-летию Победы, где отправляют наших сельчан на войну. И картина так и называется «Проводы». Следом была написана картина, посвященная Алаш-Орде. Это одна из моих работ, где я начал изучать движение Алаш. Вот эта работа. Тоже исторический факт, о котором помнят все наши казахи, весь наш народ, тяжелые годы становления, и когда наш народ был не согласен с тем временем. Следом я написал картину, посвященную Золотой Орде. Вот она, как говорится, была вовремя написана. В этом году мы по указу президента должны праздновать и отмечать 750-летие Золотой Орды. Вот эта картина. Называется она «Жер Торабы Сарайшек», «Ось земли, город Сарайшек». Это была столица Золотой Орды, которую строил сам внук Чингисхана, сын Джубедея, Батухан. И, конечно же, в позапрошлом году я начал писать картину моего земляка, моего любимого поэта, тоже, как говорится, боровшийся вместе с Алаш-Ордой, поэт из Северного Казахстана. Мало того, что он мой земляк, просто расстояние наших поселков было 7 километров. Это Махзан Жумабаев. Я просто-напросто написал его среди Северного Казахстана зимой. Вот. За эту работу я получил золотую медаль Абулхана Костеева за лучшую работу года. Ну, как говорится, продолжается это, как бы сказать, творческий процесс. В этом году как всем известно, мы празднуем 175-летие великого нашего поэта Абая Кунанбаева. Вот я тоже посвящаю картину, над ней сейчас работаю, она, конечно, в процессе. Это, как говорится, слова назидания. Вокруг это герои, тех, о которых он писал. Творческий процесс, в общем-то, проходит. Сейчас у нас такой сложный период, как говорится, карантин. Не только у художников, у всех карантин, все сферы закрыты, кроме медицины, кроме обеспечивающей соцнужды работников. Поэтому я, в общем, работаю, не выходя из дома. Почему? Потому что это очень опасно. Насколько известно, сейчас продолжает увеличиваться зараженные. Вот. Поэтому я всем советую сидеть дома, работать. Работа, как говорится, всегда найдется работа. Почему? Потому что у каждого из нас есть что-то незаконченное, что-то недочитанное, вот, над чем можно
сесть и спокойно, как говорится, не отвлекаясь, а работать. Всем желаю Всё. здоровья и благополучия. Ну-ка, покажи, сколько.